Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Культурный код. Уделяется большое внимание производству детских мультфильмов на родном языке. Состоялся Всероссийский форум, посвященный сохранению языков народов России. Духовный праздник. В Центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла тематическая викторина. Ситуация на рынке. Прямо сейчас мы находимся на Аргунском городском рынке, где Совет безопасности региона проводит проверку. В месяц Рамадан усилили мониторинг цен на продукты. Какие торговые точки посетили специалисты, смотрите в этом выпуске. Более 100 мусульманок со всей страны собрались в регионе, чтобы принять участие в конкурсе хафизов Корана. Они показали свои знания Священного Писания и мастерство чтения наизусть. Состязание проходит во второй раз в рамках проекта Women in Islam. Медина Бударова пообщалась с участницами. Чтобы повторно принять участие в конкурсе, Хадижа Маликова приехала из Казани. В прошлом году она заняла почетное второе место. Работа над ошибками проведена, теперь цель – уйти победительницей. Читать Коран девушка начала еще в раннем детстве, а заучивать наизусть с 9 лет. Хадижа признается, чтение Священного Писания – это дело всей ее жизни. В этом благородном пути главной опорой остается семья. У меня мама и сестра очень сильно поддерживают. Мы с сестрой ночами не спали, она меня проверяла по разным таким спорным местам, проверяла, чтобы я прям закрепляла эти места, отмечала мои ошибки, где я каждый раз забываю, и по этим местам прям прогоняла сильно. Вот. И мама также уж проверяет. На самом деле конкурсы – это такой стресс, с одной стороны. Я бы, наверное, может, не участвовала бы, потому что сильный стресс для меня. Но благодаря конкурсам я каждый раз так собираю Коран, закрепляю, держу, повторяю. Участницы проходят регистрацию и занимают свои места. Перед началом конкурса у девушек есть время повторить суры и настроиться на выступление. Завершающий этап второго всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин традиционно прошел в Театре юного зрителя. В финал вышли 20 участниц со всей страны, чтобы показать свои знания. Конкурс стартовал с заочного этапа в регионах. Специальная комиссия Духовного управления мусульман Чеченской Республики в онлайн-формате выбрала самых отличившихся. В этом году количество заявок превысило прошлогодний показатель. Более 100 девушек проявили желание продемонстрировать свои знания. Одним из главных критериев было наличие документа, подтверждающего владение таджвидом. Инициатор конкурса, руководитель проекта Хутмат Рамзановна очень горит и болеет тем, чтобы девочек, которые изучают Священный Коран, было больше. И конкурс, естественно, направлен на то, чтобы проявлялся интерес. Естественно, не хочется говорить здесь про материальный интерес, но это один из пунктов, который может мотивировать девочек на то, чтобы изучать Священное Писание, участвовать в таких конкурсах. Хотелось бы сказать, чтобы наши девочки из Чеченской Республики охотно, чтобы принимали участие в разных конкурсах и нарабатывали этот навык. Первый конкурс успешно завершился в прошлом году. Церемония награждения прошла в стенах банкетного зала Ирседе, а призовой фонд составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Торжество посетила автор и руководитель проекта Women in Islam Хутмат Кадырова. Она подарила возможность талантливым женщинам со всей страны продемонстрировать свою любовь к Священному Писанию. Каждая из вас – жемчужина нашей уммы. Вы храните слова Всевышнего. Разве может быть победа выше этой? Мне бы искренне хотелось, чтобы такие девушки, как вы, стали примером для прекрасной половины нашей уммы. Чтобы маленькие девочки равнялись на вас и брали с вас пример. Надеюсь, наш конкурс поспособствует этому, и число хафизов будет расти. Поздравляю всех нас с этим прекрасным событием и надеюсь, что Всевышний одарит нас своей великой милостью в это благословенное время. Поддержку в организации конкурса оказал Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева совместно с Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. Присутствующие прошли долгий путь подготовки, чтобы сегодня представить свои знания и мастерство. Порядок выступления
выступления таков. Участница берет билет с указанием суры и читает ее наизусть. Важно соблюдать все правила и особенности арабского языка. Значение и смысл Святого Писания можно исказить, если неправильно произнести букву или неверно расставить паузу. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم حسيبا. Поддерживали хафизов родственники и просто зрители. Сегодняшнему событию они рады не меньше самих девушек. Каждый день с утра до глубокой ночи девушки отдавали все свое время на изучение Священного Писания, отвлекаясь только на намаз и обед. Одна из них – Хаджар Идиева. Девушка также повторно участвует в конкурсе. Насчет конкурса, который организовала Хутмат Кадырова, мы очень рады, потому что вот по этой причине мы Коран отлично повторяли. Эти 10 джузов у нас уже как прям очень хорошо, альхамдулилля, у нас сейчас наизусть, мы его знаем. Мы очень благодарны ей, конечно, и Рамзану Кадырову за то, что он, альхамдулилля, такой благородный человек. Насчет Корана он так трудился, он все это делал. Мы это все знаем, альхамдулилля. Оценивала выступление компетентное жюри, в составе которого была хафиз Корана, преподаватель Российского исламского университета Сафсан Аль-Мунаджид. Жюри учитывало грамматику, правильное и мелодичное произношение. Я заметил, машаллах, большую разницу между прошлым годом и этим годом. В прошлом году, так сказать, это было только начало. Девушки еще не привыкли к такому формату соревнований, поэтому их выступления были немного слабыми. Но, машаллах, в этом году разница огромная, машаллах. Я уже сейчас вижу разницу и в заучивании, и, машаллах, в таджвиде. То есть мы в первую очередь оцениваем девушек по заучиванию. А что касается таджвида, то в этот раз мы немного снисходительнее относимся к нему. В прошлый раз мы оценивали менее строго. В этот раз мы уделяем больше внимания качеству исполнения. География участников удивляет. Татарстан, Чувашия, Новосибирск. Они преодолели огромное расстояние. Все для того, чтобы доказать, что вера и упорство способны разрушить любые преграды. Финальный этап завершен. Результаты будут объявлены 5 марта в банкетном зале Ирседе. Мероприятие обещает быть грандиозным. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел Всероссийский форум, где эксперты обсудили, как сохранить родной язык и при этом идти в ногу со временем. А также затронули о цифровых решениях, мобильных приложениях и интерактивных платформах для изучения родной речи, продолжит мой коллега. Методы популяризации чеченского языка среди молодежи и успешной практики его интеграции в современную образовательную среду стали ключевыми темами Всероссийского форума сохранения языков народа в России как условие сохранения древней культуры и истории страны. Защита языка, его развитие, сохранение напрямую влияет на единство и силу нашего многонационального государства. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахмадович Кадыров всегда отмечает: богатство языка расширяет возможности нации, а нация с сильными возможностями укрепляет государство. Убежден, что эти слова станут ориентиром для сегодняшних дискуссий. В современных реалиях мы сталкиваемся с серьезными вызовами. Многие малочисленные языки находятся под угрозой исчезновения. Уверен, что плодотворный диалог и совместные усилия позволят разработать эффективные стратегии, которые помогут сохранить культурное многообразие России, укрепить связь поколений и сохранить память о наших предках. На форуме представили 15 докладов. Спикеры подчеркнули, сохранение родной речи – это не только вопрос филологии, но и фундамент национальной идентичности. В Чеченской Республике проживают представители 88 национальностей. Они говорят на разных языках, они соблюдают свою культуру, свои традиции, обычаи. В том числе наше министерство выполняет большую работу в контексте данной задачи. В частности, региональные средства массовой информации уделяют большое внимание сохранению родного языка. Около 50% всего контента, телеэфира, радио, информационное агентство, весь контент, он транслируется так или иначе на родном языке. Уделяется большое внимание
лица всех нас собравшихся, главу республики, героя России Рамзана Кадырова, который заостряет внимание всех министерств, ведомств республики на популяризацию, сохранение родных языков всех народов. Фокус дискуссии был сосредоточен на текущей языковой ситуации в республике. Особое внимание уделили цифровизации языкового наследия. Участники представили IT-продукты, мобильные приложения и интерактивные обучающие платформы. В школах активно увеличивается количество часов, отведенных на изучение родного языка. Значимым этапом стало объявление 2023 годом чеченского языка. А в 2024 он интегрирован в сервис Google Переводчик. Ежегодно 25 апреля в регионе празднуется День чеченского языка. После форума гости ознакомились с работой военно-патриотического центра «Воин Ахмат» на базе Чеченского педагогического университета. Он занимается внедрением современных методов патриотического воспитания, помогая молодежи раскрыть свой потенциал. Рамзан Абуев, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская республика. В филиале Центра «Воин» на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина прошла акция в поддержку участников СВО. Обучающиеся центра изготовили окопные свечи, маскировочные сети и написали письма для бойцов, которые находятся на передовой. О том, как ребята поддержали защитников Отечества, в сюжете Турпала Тайсумова. Курсанты филиала Центра «Воин» вместо привычных занятий в этот раз участвуют в акции. Она посвящена поддержке участников специальной военной операции «Окопная свеча». Таково ее название. Сотрудники центра показывают ребятам, как ее изготовить и с чего начать. Устройство полезно и может быть использовано солдатами, в том числе в блиндажах. Это реальное оказание помощи бойцам. С помощью окопной свечи можно осветить блиндаж, можно согреться, можно разогреть питание. И наши ребята от всей души помогают фронту. Кроме того, они пишут на них пожелания бойцам, которые тоже отправятся вместе с окопными свечами в зону проведения специальной военной операции. Участвуют обычные школьники из разных районов субъекта. Здесь они проходят занятия по направлениям огневой тактики, медицины, инженерии. А за столами изготавливаются полезные поделки, дающие тепло и свет. Свеча должна быть изготовлена таким образом, чтобы фитиль находился выше. Только после этого она готова к использованию. Тем временем другие курсанты пишут письма добровольцам, участникам специальной военной операции. В своих текстах желают им всего самого наилучшего и чтобы все вернулись на родину. Письмо оформляется индивидуально. Там можно написать все, что душа пожелает. Главное, чтобы красиво и качественно. Организаторы также проводят инструктаж. Можно на русском, можно на чеченском, как вам удобно. Перед вами лежат ручки, карандаши. Можете с помощью карандашов чуть украсить ваши письма. И мы их не будем не просто листочками бумаги отправлять, а сделаем специальную такую фронтовое письмо, так называемое. Как его завернуть, мы вам покажем. Одно из нововведений – это изготовление маскировочных сеток для добровольческих подразделений, участвующих в СВО. Бойцы смогут использовать их для скрытия своего местоположения и техники от вражеского наблюдения. Мансур Бисултанов делает все старательно. Школьник отмечает, что занятия очень интересны, когда прикладываешь руку к материалам, используемых защитниками Родины. Медицин, инженерный, шайк, изучать БПЛА, огневое, подготовка к огневой, стойк, шайк, ано, топчмула, то есть зарядить, разрядить мою, только замыскать не сеять череканду. Соки чукай, то полностью понятие, что я нуксо. Такие акции проходят регулярно, уже 3-й год. За это время различные группы молодых ребят изготовили самые разные вещи для тех, кто стоит на страже безопасности государства и нашего региона. Турпал Тайсумов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. В связи с нынешней ситуацией в мире подрастающее поколение должно быть в курсе всех происходящих событий. С таким лозунгом ОМОН Ахмат-1 провел день открытых дверей для школьников. Молодым людям рассказали о работе спецподразделения, а также показали современную технику и вооружение. Подробности в материале нашего корреспондента. В начале мероприятия в актовом зале сотрудники провели беседу на тему того, что творится в ресурсах средств массовой информации, и отметили, что не стоит верить неизвестным личностям, которые пытаются сеять раздор между народами страны. Заместитель командира отряда по политической работе полковник полиции Хасан Мустапаев отметил, что сегодняшняя встреча приурочена к десятилетию Росгвардии и проводится на регулярной основе. Молодежь на сегодняшний день, она подвержена всяким извне интернет-ресурсам и
и поэтому при общении они получают достоверную информацию и видят наглядно, как вообще несется служба. И мы рассказываем про нынешние реалии и про те подвиги, которые совершаются. Далее собравшимся продемонстрировали техники специального отряда, различные БПЛА, штурмовых винтовок, минометов и пулеметов, а также бронемашин, и заставили скучать присутствующих. Им подробно объяснили возможности каждого оружия и для чего они применяются, и дали шанс подержать в руках. Это зенитный пулемет «Утес» калибром 12,7 мм, снаряженным весом 92 кг. С помощью такого орудия можно вывести из строя как воздушные, так и наземные цели. Дауд Кукаев стабильно принимает участие в подобных мероприятиях. Он отметил, что был приятно удивлен тем, как все было подготовлено и, самое главное, увлекательно. Касаемо мероприятия, как по мне, это было очень увлекательным, поскольку нам показали беспилотники, какие они бывают видов, рассказали их назначениях. Также нам показали, что находится в тактической аптечке тактического медика. Также нам продемонстрировали разные виды оружия, пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, также гранатометы. Также продемонстрировали работу саперов вместе с собаками, кинологов, разную технику, оперативные машины, патриоты. После всего увиденного вывод в голове складывается сам. Это было очень интересно и, безусловно, я бы хотел получить такой опыт еще раз. По сложившейся традиции гости сделали фото на фоне бронемашин и орудий. И данное мероприятие не одноразовое. В дальнейшем планируется провести такие встречи как можно чаще. Ахмед Рамазанов, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Воспитанники Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сплоченно провели еще одно значимое духовное событие. В священный период для всех мусульман мира дети смогли в очередной раз продемонстрировать и укрепить свои знания религии ислам, продолжит наш корреспондент. Для учащихся Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова особенный праздничный день. В честь месяца Рамадан учащиеся поучаствовали в викторине, посвященной данной тематике. Среди них были и внуки первого президента Чеченской Республики Абдуллах, Хасан и Хусейн. Мальчики, как и другие ученики, активно участвовали в торжестве, исполняли строки из Священного Писания. Мероприятие ежегодно и всякий раз вызывает огромнейший интерес как среди школьников, так и персонала образовательного учреждения. В честь священного месяца ребята читают стихи, отвечают на вопросы, посвященные религии ислам и жизни лучшего из людей, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. По словам директора Центра образования, это один из лучших способов привить детям знания своей религии, особенно в таком веселом формате. Каждый год мы проводим исламскую викторину, где ребята показывают свои познания. Это самое доброе состязание, самое, которое может быть, потому что победители являются все в этой викторине. Отвечая на вопросы, школьники показали хорошие знания ислама и биографии посланника Аллаха. Абдуллах, Хасан и Хусейн Кадыровы поделились с нами впечатлениями от своего участия в мероприятии. Интересный конкурс. Учитель конкурстер аз призыше ихар важно что было. Хаз маса Коран деши салават теле масана хасават теле. Но самым главным сюрпризом был вкусный ифтар. По наступлению времени разговения дети, так же как и взрослые, смогли насладиться всякими разными яствами. Внуки Ахмата Хаджи Кадырова пригласили к столу всех желающих из Центра образования. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В субъекте усилен контроль за ценами на продукты первой необходимости в священный месяц. Проверки проводятся по поручению Рамзана Кадырова, чтобы жители не столкнулись с необоснованным ростом цен. Сотрудники Совета безопасности напомнили о законе и этике торговли. С места событий Лимда Джамалдинова. Священный месяц Рамадана – это время духовного очищения и милосердия. Однако для некоторых предпринимателей повышенный спрос в предпраздничные дни становится соблазном для необоснованной наживы. Чтобы светлые дни поста не были омрачены финансовыми трудностями, по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по всему региону усилен контроль за ценообразованием. Вопрос курирует лично секретарь Совета безопасности субъекта Адам Кадыров. Прямо сейчас мы находимся на Аргунском городском рынке, где Совет безопасности региона проводит проверку.
Цены на данный момент в норме. Их задача работать на опережение, чтобы главному празднику мусульман не допустить необоснованного роста цен. Работа по защите прав потребителей началась еще за несколько недель до Рамадана. Был проведен масштабный предварительный мониторинг. Специалисты зафиксировали среднюю стоимость мяса, овощей и в целом на все продукты первой необходимости. Сегодняшний рейд в сравнении с до и сейчас не выявил изменений. Мы проводим мониторинг цен, проверяем наличие документации и обоснованность формирования стоимости товаров. Хочу подчеркнуть, что в случае выявления нарушения законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, предпринимателям будут применяться меры административного воздействия в рамках действующего законодательства Российской Федерации вплоть до приостановления деятельности торговых объектов. В Аргуне рабочие группы администрации городского округа совместно с духовенством на регулярной основе проводят рейды. Смотрят ценники, детально сверяя каждую позицию с результатами мониторинга, который провели еще в феврале. Кроме того, предпринимателям разъясняют нормы закона и этические правила торговли в священный месяц. Дела сани беш бабу чуяшел хуми мах халца бахкетарса ва поручение главы республики Рамзан Хаматович ва хоч яшат о беш бабу мех халца доч тагана ардел бинбол балахтани ва бач баандош дукул мех дукул шемет алечду чуяшелом ца чи шашаеч мех юкш меткшбу. Сами жители отмечают, что благодаря таким регулярным проверкам привычного для предпраздничных дней взлета цен на рынках в этом году не наблюдается. Стоимость мяса, овощей и муки осталась такой же, как и была. Ну, мерш, алхамдулиллах, хаздик лячдо. Дел ветамбо. Санизам лячдо мерш. Религия ислам приветствует добросовестность. Каждому продавцу важно помнить, что истинный баракат приходит не от лишнего рубля, а от честной торговли и помощи нуждающимся в этот месяц. مخني سئليلش ترزنس نسئليلش سوق يوخ يسر يوخشلش الخانة قاندوش قيمتنا تندكنش وش ورا عمل خيروريتو أما أسترزن مخنا نسئليلش يا مرتولش سوهم ليل دعم أق أسهم الحق ميل بالغلوش وستجي حق هاتش سنة قاندوش قيمتنا حتى الدنيا حما روبل ليل شيء ليل ووشين ديروالا على الليل اما قاندوش قيم دي نعمو خيرتو اشتا اي ادمي حق ياتسا ادالدو على وضعها شديك عمر دريجي ادمندو يونا دايق يزريسو. Масштабный мониторинг прошел и на центральном рынке Беркат Грозного. Здесь тоже резкого роста цен не зафиксировано. Ситуация на потребительском рынке остается стабильной. Власти региона напоминают, Рамадан – это месяц щедрости. Рейды по всем районам Чеченской Республики продлятся до самого праздника Ид-аль-Фитр, чтобы каждый житель субъекта встретил его достойно, с радостью и без лишней финансовой нагрузки. Лимда Джамалдинова, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В регионе продолжают проводить благие акции в священный месяц Рамадан. На этот раз волонтеры помогли путникам не пропустить ифтар на трассе Ростов-Баку. Водителей угощали горячей едой. Участие в этой инициативе приняла и моя коллега Мадина Кураева. Горячий плов, только что приготовленный на костре, свежая буханка хлеба – все, что нужно для разговения в священный месяц Рамадан. В этот особенный период такие простые вещи становятся настоящим благословением. Эти молодые люди постарались, чтобы помочь тем, кто оказался в дороге во время ифтара, когда заканчивается пост и начинается трапеза. Организаторы акции – представители поисково-спасательного отряда «Кавказ-Чеченская Республика» совместно с благотворительной организацией «Даймох». Они раздают наборы с горячей едой водителям на федеральной трассе Ростов-Баку, чтобы те могли завершить пост, не испытывая неудобств.
всего 3 точки когда дина 7 тысяч такие мадости то да класс душвек волчи на дин сан такие мадости сега 17 рублей что кадолштега не космадости не дотра та на ого 150 порций дальнобойщик шмадости та плова до кетчница хадайтен. Волонтеры работают оперативно, не задерживая движения. Водители очень благодарны за такую помощь. Она делает их путешествие гораздо легче. В данный момент такие благотворительные акции в священный месяц Рамадан проводятся регулярно и становятся важным символом взаимопомощи и доброты. В это время особенно важно помочь тем, кто оказался в дороге во время разговения. Это не только знак доброты, но и поддержка, укрепляющая единство в обществе и напоминает, как важно делиться с другими. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.